Как говорится, современные проблемы требуют современных решений. Чтобы перевести напечатанные книги, рукописные издания, газеты, журналы или любую другую литературу из бумажного вида в электронный, необходимо вот такое оборудование для оцифровки. Сам процесс достаточно трудоемкий, ведь только на один лист специалисту потребуется порядка 3-4 минут. Сначала лист сканируется, затем подвергается обработке и в конечном итоге сохраняется в библиотечном фонде, что позволяет решить сразу две задачи. Первое – сохранить уникальное культурное достояние, а во-вторых, сделать эту литературу доступной для широкого круга читателей. Для каждого государства, для каждой страны важно свою национальную печать должна быть оцифрована. Вы знаете, все, что в Национальной библиотеке хранится, он всегда хранился в экстремальных условиях. То есть библиотека всегда или протекала, или в сильный влажный период, в зимнее время, сильно сухое в летнее время. Сухость тоже бумагу делает таким, они могут уже крошиться и так далее. Но технология является гарантом сохранности того, если даже что-то произойдет, оцифрованный файл в сервере сохраняется. Активная работа по оцифровке изданий здесь началась в 2019 году. Ее результат – более 16 тысяч файлов. Это газета «Апсны» с 1949 года по 2019 и газета «Советская Абхазия» с 1938 и пока по 1963. Как сегодня рассказывает Борис Чулари, количество переведенных книг в электронный вариант на данный момент могло быть значительно больше, ведь само оборудование библиотека приобрела еще в сентябре 2015 года. И вот представьте себе, до 18 ноября месяца, до 2018 ноября месяца, оборудование фирмы Илар, сканер, который стоит 1 800 000, не был установлен из-за того, что библиотека не имела права открыть пломбу без фирмы-изготовителя оборудования. Простаивала до 2018 года сентября месяца. Ну, там были очень много таких нюансов, когда поставлялось оборудование, тогда нужно было в договоре или нет. В общем, одним словом, мы 4 года потеряли, так сказать, время на оцифровку местной печати. Еще одной проблемой для оцифровки книг стало отсутствие специалистов в этой области. Найти их в республике практически невозможно. И тогда руководство Национальной библиотеки решило освоить новую профессию. Специалист приехал сюда, он здесь был почти 8 дней, показывал нам, как что надо делать, как сканировать, как сохранять, как обрабатывать. И вот мы с ним сидели рядом, он месяц здесь был. Когда вопросы какие-то возникают, бывает, что мы связываемся с ним, и он объясняет нам. На сегодняшний день таких специалистов в Национальной библиотеке только 2. Впереди у них сложная и ответственная работа. Как только оцифровка абхазских газетных изданий будет закончена, специалисты перейдут на старинные книги и издания. Виола Барганджа, Торник Амичпа, Абазатовая.